Здравствуйте. С понедельника будущей недели в Якутске начнутся массовые проверки жильцов частично благоустроенных домов. Что эти проверки сулят их жильцам, а какие цели ставят перед собой власти города? Об этом сразу после рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Накануне в Якутске были обсуждены вопросы начала добычи в республике урана. Речь шла в частности о затратах, необходимых для строительства рудника, который бы начал функционировать к 2011 году. Планируется, что на нем к 2020 году будет добыто около 5000 тонн руды. Замечу, кстати, что на конференции экологов, о которой мы рассказывали буквально вчера, речь как раз заходила и об уране тоже. Дело в том, что еще в советские времена была закончена разведка месторождений вот этих урановых руд, и с тех пор возле разведочных штолен до сих пор складируется 1000 кубометров урановой руды. И экологи требуют утилизировать ее. Да, конечно, ведь это не просто груда камней каких-то, а радиоактивные элементы лежат на поверхности, буквально в смысле слова. Да. А между тем агентство Саханьюз сегодня распространило сообщение о том, что разработка якутских урановых месторождений — это еще большой вопрос. Ну, возможно, честно говоря, вот сколько я себя помню, всегда то, что было связано с добычей урана, это была довольно большая такая государственная тайна за 7 печатями. И вдруг, вот когда такие мероприятия проводятся публично, и о них появляются сообщения в средствах массовой информации, в общем-то, наверное, свидетельствует о том, что на самом деле идет речь не столько о начале разработки сколько о каких-то таких вот подковерных, что ли, схватках между участниками, возможными участниками этого проекта. А теперь обратимся к сообщениям о наших с вами кошельках. Минрегионразвития распространила пресс-релиз. В нем содержатся данные о социально-экономических процессах во всех российских регионах. Был отмечен рост стоимости жизни на 15%. Он шел параллельно с ростом реальных доходов населения. Ну, что касается роста стоимости жизни, что мы буквально вчера упоминали о нем. Да, данные Минрегионразвития еще раз подтверждают наши субъективные наблюдения. Ну, да. Поскольку Якутия ведь на втором месте находится по росту цен и тарифов, и этот рост составил 9%. Да, существенно. И, между прочим, ведь этот рост съедает как раз и рост заработной платы, которую ты упомянул тоже. Да, конечно. И в продолжении темы социальной защиты населения. На этот раз в виде коллективного трудового договора в компании «Алроса». Он был подписан на днях профалмазом и администрацией компании. Обе стороны считают, что коллективный договор отвечает требованиям федеральных законов и в равной мере учитывает интересы и самой компании, и членов профсоюза. Между тем, большинство наших предприятий, точнее сказать, наверное, администрации, все-таки всячески увиливают от заключения вот таких вот трудовых коллективных договоров. Ну и в конце концов это ведь сказывается на положении самих работников. Да, и не только материальном, ведь и моральном тоже. Я в том смысле, что, скажем, когда один работник получает за свою работу больше, чем все остальные, то, в общем-то, это нездоровые отношения возникают в коллективе. Зато герои следующего сообщения в своей жизни пока всему рады. Школьник из Якутска Ваня Ефимов завоевал диплом первой степени на Азиатско-Тихоокеанской астрономической олимпиаде. Сборная республики накануне вернулась домой. Этот трофей пятиклассника столичной школы номер 2 – единственный диплом высшей категории в копилке команды Дальневосточного федерального округа. А ученик 9 класса школы номер 14 Виктор Гуляев стал дипломантом 3-й степени. Итак, с понедельника будущей недели в городе начнутся массовые проверки жильцов частично благоустроенных домов. Что эти проверки сулят или чем они угрожают жильцам и какие цели ставит перед собой администрация столицы республики? Надо сказать, что целей этих несколько, и главное среди них разобраться, кто, наконец, в конце концов в этом конкретном доме живет. Обычно ответ на этот вопрос власти нашего города получают только в результате чрезвычайного какого-то происшествия, как правило, пожара. И, в общем-то, с удивлением даже обнаруживают и разводят беспомощно руками перед тем количеством, неожиданно большим количеством жильцов, семей, которые вот в этом сгоревшем доме проживали. Есть и другой мотив, есть и другая цель, которую хочет решить в результате этих проверок столичная администрация. Ну вот и я, да и вы наверняка немало видели людей, хотя бы с тех же экранов телевизоров, которые живут в очень плохих жилищных условиях и сильно ругают власть, на чем свет стоит, и при этом еще жалуются на то, что им приходится платить за такое явно не приспособленное к нормальному проживанию жилье деньги, и причем немалые. Так вот, что делать с жильцами вот этих, с позволения сказать, но все-таки официально так оно есть, жилых домов? Вот эти вопросы глава администрации Михальчук накануне задавал своим подчиненным в ходе специального совещания и нередко не слышал вразумительных ответов на них.
13 домах не можете нормально знать, что у вас кто живет. В 13 домах. Какие комиссии вам надо? Какие маневренные группы захвата? 13 всего домов. Да бездельников у вас больше, чем по человеку на один дом. А что говорить о тех домах, ЧБшках, которые 100%, если не 100%, 60 сдается в аренду? 1900 домов полностью бесконтрольно. Откуда берутся преступления? Какая может быть там работа? У нас мы говорим о полиции нравов, о нравственности. Так берите, делайте, что хотите. Итак, в городе почти 2000 частично благоустроенных домов. В общем-то, можно говорить, наверное, о гетто, хотя в традиционном смысле его в Якутске, конечно же, нет. И прежде всего потому, что дома эти рассеяны буквально по территории всего города. Однако с проблемами гетто всевозможные службы, милиция, скорой помощи и социальные работники и всевозможные другие службы сталкиваются практически ежедневно. Задолженность составляет 14 миллионов 953 тысячи 693 рубля. Это составляет 41%. Простой пример. Пирогова 8А. Женщина приходит, 3 детей, без мужа, с матерью пенсионеркой живет. Где я ее должен выселить, потому что больше 100 тысяч живет. А я не знаю, что делать. Она не работает по уходу за маленьким ребенком. А потом, куда ее выселишь? Она живет в таком бараке, Пирогова 8А, что там. Страшно очень. Ну, рассрочку мы пени прощаем 50%. И другой реструктуризации надо будет. Ну и реально есть, что эта женщина с ребенком одиноко выплатит вам и 50%. Есть такая надежда? Надежда маленькая, но есть, по крайней мере, она прямо надежда. Как все-таки навести порядок? Что делать? Что будем? Или надо нам прямо сказать, что не в состоянии люди платить за коммунальные услуги, проживающие в маневренном фонде, и мы тогда должны будем брать и закладывать в бюджет эти деньги, платить за них. Сейчас это делается? Тогда какой выход? Переходим на социалистический образ жизни? Все государство? Нет. А как? Система простая. Строится социальное жилье. И мы выселяем туда из аварийных ветхих домов тех, кто платит. Идет стимуляция. Потом сносится аварийный дом, и те люди, которые не платят, они заселяются в те старые бараки. Сносится, и опять строится следующий дом. Вот увидите, через 3, 4, 5 домов, вот так построенных, люди сами будут платить, чтобы попасть в эти дома. Что мы здесь будем друг другу сказки рассказывать? Надо работать так, чтобы это один из методов, чтобы навести порядок хотя бы в том, в чем умеем. У нас что, мало примеров построенных новых домов и там полный бардак с платежами? Более чем достаточно. Если мы не можем навести порядок среди того, что мы имеем, о каких стимулах говорим? Это абстрактные вещи, которые могут помочь, но не играют системной роли. А система, по мнению главы столичной администрации, есть. Это обычная перепись жильцов частично благоустроенного жилья. Вот именно вот этой своеобразной переписью с понедельника будущей недели и займутся сотни сотрудников милиции, управ, паспортных столов различных коммунальных служб. Причем в ходе этой переписи они будут заниматься составлением базы данных не только, вот, скажем, по традиционному набору, кто с кем живет, на каких основаниях, прописан, не прописан и так далее, а попутно будет заполняться еще и своего рода социальная анкета на каждого проживающего. Составьте нужную анкету в тех домах, чтобы понять суть вот таких проблем социальных. Наша главная задача просто помочь тем, кто когда-то купил незаконно. Да купил, если он живет, да и флаг ему в руки, пусть он живет там. И узаконим его жизнь. Прописка есть или нет, где работает. Во-вторых, на какие средства живет и какие проблемы семейные.
Может, где ребенка надо в детский сад устроить, а другому, может быть, нужно просто на хлеб не хватает, впроголодь живут, или воровством. То есть должна быть нормальная анкета, правовую базу под это подвести и четко обеспечить график проведения. Какие полномочия нужны, если нужен приказ министра, я переговорю с министром. Игорь Филиппович, никакого приказа министра не надо, это обязанность участкового полномочного составить паспорт, у нас так называется прямо, паспорт на участок, на дом жилой.